Еврокомиссия намерена в Таджикистане реализовать проект для создания справедливого и демократического общества. Эмомали Рахмон пригласил президента Ирака посетить Таджикистан. В Туркменистане помилуют более 460 осужденных в честь ночи предопределения. Путин провел встречу с китайским министром обороны. В Иране вынесли приговор 10 военнослужащим по делу о сбитом украинском авиалайнере. Еврокомиссия объявила о намерении реализовать в Таджикистане проекты, направленные на создание более справедливого и демократического общества. Об этом сообщает издание РТ. Для осуществления данных инициатив из европейского бюджета будет выделено примерно 3 миллиона евро. Как пояснили в Еврокомиссии, задача исполнителей проектов, которыми должны стать некоммерческие структуры, заключается в поддержке организаций гражданского общества Таджикистана в качестве признанных субъектов процесса демократического управления. При этом особое внимание в Еврокомиссии предлагают уделить работу с молодежью, борьбе с дезинформацией и содействию свободе СМИ. Так, ожидается, что исполнители проведут тренинги для повышения компетентности среди профессиональных журналистов, сотрудников сил безопасности и представителей судебной власти в целях обеспечения свободы средств массовой информации. Президент Ирака Абдул-Латиф Рашид получил официальное приглашение посетить Таджикистан. Приглашение президента Эмомали Рахмона было передано через посла Таджикистана в Ираке Зубайдулло Зубайдова. Об этом сообщила пресс-служба иракского лидера. В сообщении говорится, что Абдул-Латиф Рашид на встрече с послом Таджикистана подчеркнул важность двустороннего сотрудничества ради мира и безопасности в мире. Он также заявил о необходимости открыть посольство Таджикистана в Багдаде ради укрепления двусторонних отношений. Посол Таджикистана Зубайдулло Зубайдов заявил, что в Душанбе тоже надеется на укрепление диалога и повышение двусторонних отношений с Багдадом. Официальные СМИ Таджикистана о приглашении президента Ирака в Душанбе пока не сообщили. В Туркменистане помилуют 463 раскаявшихся осужденных в честь ночи предопределения. Соответствующий указ подписал президент республики Сердар Бердымухамедов, сообщает Туркменистан сегодня. О своем решении Сердар Бердымухамедов объявил 15 апреля на заседании Кабинета министров. Он отметил, что акция помилования осужденных, которые раскаялись в содеянном, стала традиционной. «Мы проводим благородные мероприятия по освобождению от их дальнейшего отбывания наказания, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма наших великих предков», отметил Бердымухамедов. Президент поручил руководителям правоохранительных органов принять меры для скорейшего освобождения помилованных, а перед хакимами регионов поставить задачу трудоустроить этих людей. Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с членом Государственного совета министром обороны Китая Ли Шанфу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Во встрече также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу. Как сказал Путин, между странами по всем направлениям идет хорошее развитие отношений в экономике, социальной, культурной, в образовательной отрасли. Но и по линии военных ведомств мы работаем также активно. Регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах, и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер наших отношений. Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, сказал он. В свою очередь Ли Шанфу сказал, что в последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технических областях развивается очень хорошо. Это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной. По словам Ли Шанфу, между странами очень крепкие отношения. Они превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне. Иранский суд вынес обвинительный вердикт в отношении 10 военнослужащих по делу о сбитом в 2020 году украинском самолете Боинге 737-800 международных авиалиний Украины.
После порядка 20 заседаний суда главный управляющий системами ПВО Тура М1 был приговорен к 13 годам тюрьмы и выплате денежной компенсации семьям погибших. Как говорится в обвинительном заключении, он выпустил 2 ракеты по авиалайнеру, следовавшему из Тегерана в Киев, вопреки приказу и без получения разрешения. При этом отмечается, что действия оператора были обусловлены его незнанием ситуации и ошибочным убеждением в том, что обнаруженная цель была вражеской, передает портал Мизан Онлайн. Еще 9 фигурантов дела, которые на момент инцидента служили в группе управления ПВО Тур М1, приговорены к тюремному заключению сроком от 1,5 до 3 лет. Иранским судом были также предписаны дополнительные меры, согласно которым 9 фигурантов, так же как и главные обвиняемые, должны выплатить родным денежную компенсацию в размере $150 000 за каждого погибшего.